Татарский режиссер Туфан Имамудинов начал работу над пьесой о недостроенной атомной электростанции, расположенной вблизи поселка Камские Поляны в Татарстане. Режиссер, сценарист и актеры отправились прямо на место когда-то несбывшихся надежд тысячи людей. Подготовительные работы на стройке Татарской АЭС начались в 1980 году, а уже в апреле 1990 года строительство было прекращено. А произошло это после аварии на Чернобыльской АЭС, а также из-за общественного давления. Люди на улицах Казани начали выходить на протесты. С того момента прошел уже 31 год. К моменту остановки строительства уже было начато возведение реакторных отделений и машинных залов и подготовлены котлованы. В самом поселке кипела жизнь. Работал детсад, издавалась газета. Камские Поляны после прекращения строительства пришли в упадок. АЭС должна была стать градообразующим предприятием, а в итоге большинство жителей осталось без работы. Я думаю, что пространство, оно само очень интересное, Камские Поляны, именно тем, что это сперва была деревня, потом стал город, потом стал каким-то промежуточным этапом, потом поселком и так далее. То есть это оно в течение 20-25 лет происходила такая эволюция, наверное, самая яркая эволюция из всех городов России, потому что это из деревни превращается вдруг за каких-то пару лет в город, и это довольно быстрый, стремительный скачок. Перед тем, как туда поехать, мы изучали историю, как это все происходило, что, как. И мне очень сильно... То есть у меня в голове началось формироваться какой-то образ, конфликт, мысли. И у меня было желание найти человека, который жил именно в этой деревне. То есть до начала всего. Жил в этой деревне. Как он воспринял эту новость, как из деревни сделали поселок городского типа, как начали строить атомную электростанцию, как все это произошло, пошло и как это все становилось. То есть они же свои дома, свои земли отдали в честь идеи, а потом идея не осуществилась. И что, как, вот эту трагедию мне хотелось поймать, такого человека, который все это прожил от начала до конца. Никто не сидит, не депрессует, скажем так. То есть никто не плачет. Потому что человек не может целыми днями плакать. А уже сколько лет прошло? Да, были надежды, была вера, было и разочарование. Но мы же не все время сидим, ревем. Есть же жизнь продолжается, и они живут. Не то, что скажу, что были счастливые люди, которые «ура, это получилось». Нет, все сожалели чуть-чуть, но многие уже приспособились. Именно на этих оставшихся руинах не случившейся истории побывали актеры и режиссер будущей постановки. Группа провела там 4 дня. Они решили полностью погрузиться в историю и узнать, как вспоминают люди об АЭС, переехавшие в поселок в 80-е годы в надежде изменить свои жизни, что стало Стат-Вегасом. И творческая группа приехала уже на место, где нет ничего практически из того, что должно было быть. У режиссера будет стоять непростая задача – показать время нынешнее и утраченное. Из 80-х начала, то есть вдруг мы перепрыгиваем в 90-е, в 90-е они такие дикие, получается, это из города делают такой большой развлекательный центр, где и горный бизнес процветает, и вдруг это потом превращается снова в какой-то полупоселковую историю, где нет работы. То есть это те проблемы, которые, в принципе, волнуют каждый небольшой поселок. Как рассказал нам актер Ильфак Хафизов, его тронула история дяди Саши. Возможно, актер проживет эту человеческую историю уже на сцене. И, знаете, на 3-й день мы нашли такого человека. Дядя Саша мы его зовем. Он там сейчас работает... Там есть ветераны, председатель советов ветеранов. Нам просто рекомендовали, что он знает историю, он ветеранов, он со всеми состыкует. И мы начали с ним разговаривать, и когда он сказал, что вот здесь, вот на этом месте должен был быть, стоял наш дом, а я учился, и мне дали карту, вот здесь будет дорога вместо вашего дома. Я домой пришел этой картой и показывал, родителям, вот смотрите, здесь нашего дома не будет, будет дорога. Они говорят, как?
Зачем? Но это же атомная электростанция. Знаете, трагедия, не то, что для меня трагедия, он уже пережил это все, потому что не каждый день же страдаешь, все равно надо жить как-то. И вот это, представьте себе человека, который учился, он был молодым, он школу заканчивал, и сказали, что вот здесь будет атомная электростанция. И он поверил в это и поехал учиться. Он учился именно по атомной электростанции, то есть по реактор изучал все. Будучи студентом, приезжал, и тут уже была стройка. Как раз он тогда вот общался же с строителями. Ему, то есть, давали доступ, как и что, на документы, для документов. И он брал эти документы, приходил домой. И вот мне охота было узнать, как восприняли эту новость взрослые. Вот этот стык молодого верующего человека, ему было сколько, 22-24 года, и он вот воодушевленный пришел, сказал родителям: давайте переезжать, здесь не будет, здесь будет город, каменный город, и мы будем жить счастливо. Все шло к тому, что все это было замечательно, и стоп, нету. Но каким будет сценарий, пока не знают ни актеры, ни режиссер. Ее автором выступит татарская поэтесса Йылдыз Миннуллина. Все видео, аудио, фото, материалы находятся также у нее, вот, и также у ребят, участников нашего проекта. Поэтому, исходя из этих материалов, я думаю, что вот она в скором времени уже нам покажет пьесу. Она будет писать, но о чем она напишет? Я не знаю, потому что Йылдыз – это уникальный человек, она непредсказуема. У режиссера Туфана Имамудинова уже есть представление о том, как будут выглядеть декорации на сцене. Если идти к декорации, в этом городе очень много свободных пустующих квартир, но если смотреть в определенных сайтах, которые как раз занимаются недвижимостью, есть такое желание как раз поработать с таким интерьером, создать, возможно, 4 небольшие квартиры на сцене и использовать крутящийся круг, где в каждой из комнат будет находиться по одному, максимум 2 человека, и будут разыгрываться 4 параллельные истории для 4 секторов зрителей. Пьеса появится на сцене театра Тинчурина в Казани не раньше декабря 2021 года, и нам уже очень интересно, что же получится у этой творческой группы.